Всем привет! Третий урок изучения казахского языка на латинице. В этом уроке мы рассмотрим три вида ассимиляции звуков. Регрессивная ассимиляция– это воздействие последующего звука на предыдущий. Если к словам, заканчивающимся на согласные буквы К, Х, П, добавляются окончания, которые начинаются с гласной буквы, притяжательные окончания, то К, Х, П переходят в звонкие Г, Г, Б. Например, көрік, көрігі, көйлек, көйлегі, тарақ, тарағы, аяқ, аяғы, шарап, шарабы, топ, тобын. Если добавляется окончание, начинающееся на согласную, окончание множественного числа или окончание падежей, то слова не изменяются. Кытап, кытаптар, кытапта. При добавлении окончания притяжательной формы буквы идущие после сонорного согласного в последнем слоге корня, опускаются. Например, ауыл, аулы, дауыс, даусы, халық, халқы, орын, орны, ойын, ойны. В следующем примере П на Б не меняется. Қауіп, қаупы. Звук «з» под влиянием последующего звука «с» произносится как «с». Сөз, жаса. Звуки «з», «с» под влиянием последующего «ш» произносятся как «ш». Құрылышы. Звук «з» под влиянием последующего «ж» произносится как «ж». Оражан. Звуки «н», «н» под влиянием последующих звуков «б», «п» произносится как «м». Омбес, сәрсенбі, жампейіс, жамбыр. Звук «н» под влиянием последующих звуков «к», «х», «г», «г» произносится как «н». Түнгі, бір күнгі, дүйсонғали. В некоторых слитных словах или словосочетаниях под влиянием последующей гласной предыдущая гласная выпадает при произношении. Сарөзек, сарыарқа, қарсы алу. Прогрессивная ассимиляция. Это воздействие предыдущего звука на последующий. После гласного, сонорного или звонкого звука глухие звуки к, х озвончаются, произносятся как г, г. Например, хәліңіз қалай, әркім, мендіғіз. После глухого звука звонкий звук оглушается. Кеш жарық, серікбай, бақытжан. Звук «ш» влияет на последующий звук «с», и тот произносится как «ш». Көшін, ұша, шаша, ішін. Звук или влияет на последующий звук «е», и тот произносится как
Ö. Dökün, ölkün, örkör, ösök, ölün, төсек. О влияет на последующий звук и он произносится как О. Звук влияет на последующий и он произносится как Болды, тобық, жорық, қоқыс, көлік, төзім, шөміш, үшін. Прогрессивно-регрессивная ассимиляция – это взаимовлияние двух соседних звуков, в результате которого оба звука изменяются при произношении. Сочетание звуков с «ж» произносится как «ш». Дошан, ешан, ташчөрөк. Сочетание звуков «н-қ» произносится как «нг». Жаңғара, қазанғап. Сочетание звуков «н-к» произносится как «нг». Көңгөру, есенгелді, амангелді. Давайте произнесем произношение всех слов данного урока. Аяқ аяғы, шарап шарабы, топ тобы, ауыл аулы, дауыс даусы, халық халқы, орын орны, ойын ойыны, қауіп қаупі, сөз сөз, жаса. Құрылысшы, Оражан. 15. Сәрсенбі, Жампейіс, Жамбыр. Түнгі, бүгінгі, Дүйсенғали. Сарыөзек, Сарыарқа. Қарсы алу. Кеш жарық, Серікбай. Бақытжан. Көшін, ұша, шаша, үшін. Дөкін, үлкін, үркір, өсек, өлін, төсек. Болды, тобық, жорық, қоқыс. Көлік, төзім, шөміш, үшін. Хәліңіз қалай? Әркім, мендіғыз. Дошан, ешан, ташчөрөк. Жаңғара, қазанғап. Көңгөру, есенгелді, амангелді.